ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Народный. Что рисует ваше воображение, когда слышите это слово? Нечто простецкое или, напротив, что-то возвышенное, заслужившее звание любимца публики? Сегодня актуально второе. Ведь на сцене музыкальной школы «Русский народный оркестр». Музыка на все времена. Программа новая и в буквальном смысле пробуется на ухтинском зрителе. На днях ее представят в столице республики. Я специально предполагала, и мы разговаривали с ведущей, чтобы это было как подарок, чтобы это было так легко, непринужденно. Кому-то, может быть, даже некоторые произведения мы посвятим, потому что у нас есть такие наши учителя, которые нас вырастили, да, вот в данном случае Сергей Викторович, наш директор оркестра. Для Сыктывкара заготовлен концерт побольше. В Ухте звучат только 13 произведений, в число которых входят полная сюита Натальи Хонда и 2 части из сюиты Дербенко «Картинки старой Москвы». У каждой разный уровень сложности. Одна из самых трудных партитур, за которую многие оркестры ни за что не возьмутся, появилась у дирижера Ольги Шаты еще в годы учебы. Там, в Смоленской филармонии, ухтинке помогал педагог. И вот спустя много лет мелодия, наконец, оживает. Сам автор Ян Сибелиус назвал творение медленным вальсом, позже – грустным вальсом. Он написан к пьесе родственника. Под тревожные звуки герои танцуют со смертью и уходят из жизни. Трагичность истории точно отражает мелодия. Для каждого концерта коллектив готовит приятные сюрпризы. Сегодня под аккомпанемент оркестра выступает Владимир Юрковский. Тенор, лауреат международного конкурса исполнителей старинного русского романса. В программе вечера 2 русские народные песни и 1 неаполитанская. Владимир Иванович рассказывает о солдатских страданиях, где юноша томим первой любовью. Диалог со зрителем на итальянском и русском языках. Народный оркестр, он позволяет исполнять, может быть, конкретный репертуар. Конечно, безусловно, народники и классику исполняют, но особо звучат, например, народные песни, неаполитанские песни, русские песни, украинские. И этим именно и ценен оркестр народных инструментов. Ну, а оркестр Ольги Шаты, он вообще считается в республике одним из сильнейших. Но я считаю за честь работать с таким коллективом. Грустные композиции умело сочетаются с веселыми, не давая зрителю заскучать. Кроме того, все чередуется с историями. Один музыкальный анекдот подводит к штраусовской польке на охоте. Задорное начало и не менее яркий конец. Музыканты сами выходят на ловлю. Однако про добычу ничего говорить не будем. Это должен быть сюрприз для сыктывкарцев. Разгадать секрет можно 29 ноября. Именно тогда оркестр посетит столицу.